Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Все расклады, которые вот сегодня делала, они все со старшими арканами, все очень такие серьезные и какое-то прям решающее такое значение имеют. И скорпионы не исключение. Выпадает карта старшего аркана Дьявол как карта месяца. И плюс еще вот есть повешенный у нас в середине месяца. То есть месяц действительно очень серьезный. Давайте на отношения еще положим 3 карты. На работу 3 карты, на финансы. Итак, у нас выпадает карты месяца для скорпионов Дьявол, а это значит, что вот вы будете очень сильно зациклены на каких-то своих целях и желаниях. Всегда, когда мы выбираем главным не процесс достижения, а цель, всегда мы попадаем в зависимость, всегда мы вот в сложной ситуации оказываемся. Поэтому вот самое важное, самое главное, что мы можем здесь сказать скорпионам, да, нужно получать удовольствие от процесса, нужно обращать внимание на сам процесс. Поставили цель, даже вот она важна, даже она нужна. Поставили и забыли про нее, да, то есть получаем удовольствие от процесса. Тогда не будет зависимости. Тогда не будет, может быть, тех сложностей, которые вы получите, если будете цепляться. Всегда у нас цель ставит нас в зависимость от людей, от обстоятельств, от денег, еще от чего-то. Когда мы просто наслаждаемся процессом, мы ни от чего не зависим. Что здесь может быть важного для скорпионов? Ну, во-первых, выходит как бы тема первых ролей, да, самым важным в этом месяце. То есть скорпиону будет хотеться быть важным, главным, руководить, влиять на других людей, добиваться своих целей, занять высокое положение, возглавить какую-то организацию, либо, если, допустим, вы даже в какой-то компании находитесь, то все время, чтобы были вы правы, да, на вас, чтобы было все внимание. Может, кстати, решаться вопрос вашего статуса, да, для кого-то это вступление в брак просто, потому что дьявол у нас, он всегда за брак отвечает. Может быть, будет какая-то новая цель для вас поставлена, выбрано новое направление. Но вот здесь не нужно забыть о ней, да, то есть стараться вот не жить целью. Может быть, для кого-то начнется свой бизнес, может быть, будет какое-то обучение очень важное, преподавание вот именно связанное с профессией. Может быть, реклама очень удачная, может быть, вы как профессионал проявитесь и вот будут вас очень уважать. Может быть, победа в суде. Карта, которая очень напряженная, да, то есть с одной стороны вы как бы можете очень даже хорошо здесь устроить свои материальные, финансовые дела, профессиональные. Но вот самое главное вот соблюдать вот эту золотую середину, да, не слишком залипать на что-то. И тогда вот этот месяц будет очень хороший. Когда мы контролируем себя, когда мы контролируем свое душевное состояние, вот тогда эта карта очень хорошая. Она действительно позволяет нам многого добиться без какого-то, знаете, без каких-то зависимостей. Да? Мы не впадаем тогда ни в какие крайности, мы не попадаем под влияние там, других людей, обстоятельств, денег, целей и так далее. То есть вот остаемся самим собой. В принципе, карта-то дьявола, она хорошая, она как раз дает нам возможность реализовать какие-то свои цели, планы, добиться чего-то хорошего, большого в жизни. Но тут самая главная мера и процесс, да, чтобы мы не любой ценой старались сделать то, что нам нужно. Начало месяца у нас паж мечей. Карта говорит о том, что вот мы можем здесь сделать очень много ошибок, потому что, наверное, еще не знаем, как поступать. Карта говорит о том, что нужно действовать, да, нужно начинать притворять
свои планы в жизнь, нужно, может быть, учиться или нужно начинать опыт какой-то профессиональный. И у нас здесь еще нет, допустим, способностей таких, да, у нас нет опыта, мы можем ошибаться. И к этому нужно относиться проще. То есть это нормально, это ну, как бы для всех всегда одинаково, когда мы что-то начинаем, в чем не очень разбираемся, мы всегда тут ошибаемся. И очень тяжело будет скорпионам, потому что именно вот настроение месяца быть лучшим, быть первым, быть главным, а может быть как раз поэтому судьба вот дает вам такие испытания, чтобы вы переключились как раз вот с этих вот главных ролей, да. Вот, а также паж мечей может говорить о том, что у вас может быть много каких-то поездок, может быть много встреч, знакомств, может быть какое-то обучение такое вот быстрое, да, как курсы какие-то, или, может быть, здесь новая работа, вы обучаетесь, вот входите в курс дела, да, а также здесь может быть работа с какими-то канцелярскими предметами, да, может быть, со средствами связи, вот здесь вот общаетесь как-то с людьми, которые с этим связаны. В общем, здесь очень много суеты, очень много информации. Может быть, какая-то, вы будете выполнять какую-то полезную роль, но такую вспомогательную, да, то есть не то, что вы хотели бы. То есть как бы начало месяца это как проверка такая для вас, и насколько вы как бы верите в себя, насколько вы твердо стоите на ногах, насколько вы ну, как бы реально смотрите на жизнь, на себя, на других людей и так далее. А теперь в середине месяца у нас карта повешенной, а это значит, у нас могут быть какие-то ограничения, да, вот, может быть, как раз очень сильно мы чего-то хотим, и поэтому жизнь нас ограничивает, говорит нам, подготовься как следует, изучи вопрос, проанализируй ситуацию, не спеши, да, вот как-то нас останавливает жизнь, и это, видимо, очень нам нужно, необходимо. Кроме того, вот здесь середина месяца может быть в различного рода зависимостях, да, вот, допустим, можем вдруг впасть в алкогольную зависимость или, допустим, от еды, либо кто-то вот лекарствами злоупотребляет. Карта говорит о том, что вот будет какая-то ситуация, может быть, неясная, или, может быть, ситуация, когда не знаете, как поступить, да, и вот это дает какую-то эмоциональную нагрузку, и вы пытаетесь какими-то методами неправильными, да, из этого выйти, поэтому можно попасть в зависимость. Кроме того, смотрите, вот этот аркан, он говорит еще о том, что вы можете работать в одиночестве, вы можете работать удаленно или в изоляции, вы можете быть один в бизнесе, да, вот если это вы бизнес организовывали, как бы на вас вся ответственность и вся работа на вас. А может быть, какие-то важные события издалека придут, либо какая-то информация о поездке за границу, допустим, придет, да. Но в любом случае, вот 12-й аркан, он всегда говорит о том, что мы подготавливаем какой-то важный для нас процесс, какую-то большую перемену в нашей жизни. Вот, и этой карты не нужно бояться. Да, мы, может быть, сдерживаемы обстоятельствами, да, но это нам на благо. И окончание месяца у нас двойка пентаклей, а эта карта говорит о том, что у вас будет в конце месяца постоянно меняться состояние. Может быть, здоровье состояние меняется, может быть, финансовое состояние меняется. А может быть, в отношениях то у вас все стабильно, то непонятно, будете вы вместе или нет. То есть все время может быть какая-то суета, все время может быть какая-то перемена и приспособление друг к другу. Но вот смотрите, если вы будете приспосабливаться очень уж сильно, забывать о себе, да, то вы можете терять энергию тогда и даже заболеть. То есть нужно все равно оставаться собой, может быть, не слишком выпячиваться, да, не слишком там настаивать на своем, но и себя не забывать. То есть все должно быть в меру. Такое равновесие нужно найти. И вот в этом плане будет сложное окончание месяца для скорпионов, потому что вот нужно будет постоянно контролировать ситуацию, постоянно думать о какой-то стабильности, о заработке, о том, чтобы не было конфликтов, да, и так далее, и так далее. Вообще у нас двойка пентаклей – это
Юпитер в Тельце. Юпитер — это у нас всегда расширение, выход на новый уровень, а Телец, он такой стабильный, да, и вот мы привыкли, допустим, к чему-то одному, а нас жизнь толкает меняться, а мы цепляемся, допустим, за то, что у нас есть. И вот поэтому вот такие могут быть моменты не очень легкие, да, в ощущении себя. А теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, девятка трифовая говорит о том, что вы можете вполне начать встречаться с человеком, с которым работаете уже, либо который с вами одной профессии. Но опять же, смотрите, будьте внимательны, если человек какой-то слишком льстивый, слишком такой уж хороший, старается вас как-то удивить, вот обратите внимание, скорее всего, он тут вас обманывает, просто ему от вас что-то нужно. Если же человек ведет себя спокойно, уравновешенно, скорее всего, это вот тот человек, который вам нужен. Смотрите, не забывайте про дьявола, да, этот аркан, он может быть очень даже, ну, очень сильно влиять на отношения. Особенно, когда новый человек, хочется пустить пыль в глаза, хочется показать, какие мы хорошие, да, чего на самом деле даже и нет. И трудно бывает разглядеть. Поэтому не спешите в отношениях, смотрите, вот, чтобы человек был как-то стабильный, устойчивый, не выпячивался слишком, не старался быть каким-то очень уж хорошим. И это должно вас настораживать, если вдруг это все не так. Шестерка трифовая для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что у вас какие-то очень важные изменения происходят. Если были какие-то заботы, тревоги, печали, может быть, вина была за что-то, то вот она уходит. И еще карта говорит о том, чтобы мы прислушивались к нашей совести. Если мы что-то где-то сделали не так, неплохо было бы сказать партнеру «извини», да, для того, чтобы как-то нам спокойно начать жить, чтобы отношения вышли вот на нормальный уровень. Могут быть в течение этого месяца какие-то, я бы сказала, не ссоры, да, а какая-то холодность может быть в отношениях. Может быть, один из партнеров будет как-то отвергать любовь другого, или, может быть, кто-то будет вмешиваться в ваши отношения, и вам придется как-то резко реагировать, да, может быть, придется принимать какое-то радикальное решение, чтобы вот это вторжение, да, ну, как бы пресечь, прекратить. Для тех, кто в ссоре, девятка бубновая говорит о том, что у вас будут очень значительные перемены, либо вы откажетесь вообще от этого человека, либо у вас очень такое, как бы, сильная перемена произойдет у вас под влиянием каких-то событий. Может быть, человек, с которым вы поссорились, очень некрасиво себя ведет, да, может быть, слишком много отрицательных эмоций, слишком много критики там или еще чего-то такого, да, и вот у вас может так сложиться ситуация, что человек, да, осознает, да, он поймет, что он не прав и может здесь измениться. Тут действительно что-то очень серьезное должно произойти, чтобы здесь вот ваши отношения перешли на новый уровень. Легче вам, конечно, по этой карте расстаться. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, наконец-то у вас открываются все возможности и для руководящей должности, и для того, чтобы заниматься любимым делом, для того, чтобы зарабатывать хорошо и так далее. Для тех, у кого уже есть работа, восьмерка бубновая, а это значит, у вас будет какой-то успех в деятельности. Даже если до этого были какие-то сложные, трудные ситуации и с деньгами, и с самой работой, да, у вас вот как-то начинает здесь все решаться наконец-то. Может быть, получите ответ на какой-то важный ваш вопрос. Может быть, проблему какую-то быстро решите. Теперь те, у кого свое дело. Десятка трифовая. Карта говорит о том, что у вас какая-то внезапная денежная удача может быть это ваши личные средства, а может быть это какой-то, допустим, спонсор у вас появится, либо у вас появится человек, ваш партнер, да, у которого есть возможность, допустим, вложить деньги в бизнес. Может быть, это просто ваши заработки хорошие в этом месяце. В общем, какая-то
удача для вашего бизнеса именно финансовая. Тем более у вас здесь хорошая возможность для того, чтобы принимать правильные решения. Вот, знаете, как администратор вы здесь будете очень хорошо себя проявлять, будете защищать свой бизнес, будете защищать свои финансы, контролировать весь процесс. В принципе, очень хороший месяц для того, чтобы бизнес пошел в гору. Деньги для тех, у кого зарплата дама червовая. Карта говорит о том, что в деньгах будут перемены, будет, скорее всего, много трат на дом, на детей, на поездки, возможно, на какие-то. Для тех, у кого свое дело, кто своим делом зарабатывает, здесь вот приход каких-то сумм. Но, знаете, вот вроде бы здесь и большие суммы, но вы их, видимо, сразу будете куда-то употреблять в дело, потому что у вас остается вот только на самое нужное. То есть у вас изобилие есть, но нет лишнего чего-то, слишком уж большого. Здесь у вас какое-то вот успешное заключение сделки, может быть, какой-то, купли-продажи или еще что-то такое. Кстати, по дьяволу вполне возможно покупка недвижимости, но, скорее всего, вторичный рынок, да, какая-то старая недвижимость, не новостройки. Вот здесь вот может быть заключение контракта, либо продаете вы недвижимость. Посмотрим итоги месяца. Дама бубновая. Карта говорит о том, что у вас по итогу месяца появятся новые возможности, новые знакомства. Вы вообще станете другим человеком за этот месяц. Вы многое поймете. Карта говорит о том, что придется принимать какое-то очень важное решение, делать какой-то важный выбор. Может быть, вам кто-то в этом поможет. Может быть, вы сами будете помогать людям принимать решение какое-то важное. Но в любом случае, вот у вас именно здесь все зависит от вас. Как вы сделаете, как вы выберете, какой именно вариант используете, так и будет ваша жизнь складываться. Не зря у вас здесь старшие арканы, но и вам тоже дается возможность решать. То есть вам предлагается, да, а вы уже решаете, как вам поступать, какой выбор делать. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.